эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, и в этом выпуске. Глава Якутии поручил Минздраву продолжить оказывать центральным районным больницам помощь в борьбе с коронавирусом. Более десятка зеленых рейсов доставят в северные и арктические районы Якутии продукты первой необходимости. За вклад в социально-экономическое развитие и за многолетний труд наградили чурапчинцев в честь 90-летия образования района. Второй этап прививочной кампании от ОРВИ и гриппа планируют завершить в Якутии в эти дни. До конца года будет вакцинировано 60% от всего населения региона. Об этом заявил на совещании с главами районов и городских округов глава Якутии. Айсан Николаев проинформировал, что по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения республика находится на 21-м месте в стране. Если в среднем по России темп прироста составляет 1,1%, то в Якутии он равен 1%. Коечный фонд заполнен на 64%. Глава региона выразил обеспокоенность количеством тяжелых больных и поручил региональному Минздраву продолжить оказывать центральным районным больницам консультативную и методическую помощь. За сутки в Якутии выявили 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. Так, в Якутске выявили 96 новых случаев, в Алданском районе 10, в Алекминском 9, в Нерюнгринском районе 8, в Мирнинском 7, в Ленском 6 новых случаев COVID-19. Во многих других районах от 1 до 5 заболевших. Также Ольга Балапкина сообщила, что санитарные правила усилят для торговых организаций Якутии. Это связано с предстоящим празднованием Нового года. По словам замруководителя оперштаба, в настоящий момент готовятся новые изменения в указ главы региона. Они будут касаться усиления мер по дезинфекции и санитарных правил в торговых организациях перед празднованием Нового года. На данный же момент 50% населения Якутии получило вакцину от гриппа. В численном выражении это порядка 482 тысяч человек. Такую информацию предоставил региональный Роспотребнадзор. По данным лабораторного мониторинга, на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Это парагрипп, аденовирусы, РЦ-вирусы и риновирусы, говорится в сообщении. Якутия продолжает подготовку к тому, чтобы стать председателем в Международном совете Арктики с 2021 года. Одна из самых актуальных тем для региона – это экологическое состояние. Необходимые меры, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, обсудили представители Совета Федерации. Подробности узнаем у Максима Кардозу. Арктика сегодня в центре внимания. Разработана федеральная программа развития северных территорий России до 2035 года. Она предусматривает преференции для бизнеса, строительство инфраструктуры, повышение уровня жизни местных жителей. Но в регионе нужно решать и другие проблемы. Одна из главных тем – это экологическая безопасность. Экспертов волнуют изменения климата, таяние вечной мерзлоты, а также огромное количество промышленного мусора, который остался после советского периода. В советское время, вы знаете, все возили нефтепродукты уже в бочках, бочкатара была. Конечно, очень много металлолома, бочкатары сегодня находятся и на островах, в целом по Арктике, по шельфу. Очень много разбросано. И сегодня надо убрать, проводить генеральную уборку всей арктической зоны. В том, насколько хрупкой является природа Севера, можно было убедиться в мае после утечки топлива в Норильске. И сейчас делается многое, чтобы такие экологические катастрофы не повторялись. А ведь в Арктике в ближайшие годы планируется осваивать новые крупные месторождения полезных ископаемых. И эксперты предлагают заранее на законодательном уровне закрепить экологическое страхование для добывающих компаний. Пока таких регуляторов нет. Можно действительно правильно рассчитать, риски и, соответственно, выйти на плановое экологическое страхование. То есть это цивилизованный и правильный путь, когда все компании, особенно работающие в арктической зоне, платят соответствующие платежи, и в случае наступления страхового события выделяются деньги. То есть не надо бегать в федеральный бюджет, закладывать деньги, снимать с других статей. Эксперты отметили, для того, чтобы сохранить Арктику, необходимо не только продолжать развивать законодательную базу, нужно привлекать к решению экологических проблем Севера общественность, а также больше уделять внимание экомониторингу и вкладывать средства в научно-исследовательские экспедиции. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
Теперь можно оформить собственность земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» досрочно тем гражданам, которые строят жилой дом по дальневосточной ипотеке. Госдума приняла соответствующий закон. В настоящее время земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет на основании заключенного договора. Заявление о предоставлении участка в собственность может быть подано не ранее, чем за полгода до дня окончания действия договора. На сегодняшний день в Якутии ввели 18 ледовых переправ. Это автозимники в 12 районах и городском округе Якутск. В связи с этим в регионе проходит акция «Безопасный лед». В ходе нее сотрудники ГИБДД и спасатели предотвращают несанкционированные выезды на неокрепшие водные объекты. Также сотрудники ГИМС ежедневно проводят замеры толщины льда. В связи с погодными условиями он замерзает неравномерно, и на несанкционированных переправах никто не может гарантировать безопасность граждан. К сожалению, многие граждане беспечно относятся к своей и пассажиров безопасности. Специалисты МЧС России ежедневно выявляют несанкционированные места выезда автотранспорта на лед, проводят инструктажи с беспечными водителями транспортных средств. А в случае выявления нарушений административными комиссиями районов и сотрудниками внутренних дел возбуждается административное производство с наложением штрафных санкций. Уважаемые граждане, не стоит рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров. Между тем, региональный Минтранс сообщил об открытии автомобильной дороги Алазея на участке Средний-Колымск-Сватай. Движение разрешено для транспортных средств общей массой до 10 тонн с минимальной дистанцией между машинами 70 метров. Ранее наш телеканал сообщал об открытии участка трассы А331 Вилюй на 1049 километре с разрешенной массой до 4 тонн. Жителям северных и арктических районов до Нового года доставят еще 12 зеленых рейсов. На отдаленные и труднодоступные территории Якутии доставят морковь, свеклу, картофель и жизненно необходимые продукты. В этом году планируется перевезти 113 тонн овощей авиатранспортом, остальное по автозимнику. Отмечается, что осенью более 330 тонн доставлено в данные районы судами. На эти цели правительством Якутии выделено порядка 135 миллионов рублей. Тут необходимо отметить то, что все планы, которые мы по завозимым продуктам, мы согласовываем и делаем по заявкам муниципальных образований и районов. Поэтому в полной мере мы навигацию завершили с перевыполнением планов. На сегодняшний день мы осуществляем зеленые рейсы, так называемые, да. Это мы возим самолетами в период, когда дороги нету. После установки автозимников в январе обычном месяце и до закрытия зимников, до марта месяца, до апреля месяца мы завозим автоперевозками. Пенсионеров и получателей социальных пособий переводят на карты МИР. Такое решение обеспечит независимость и обезопасит от внешних рисков, считают эксперты. Например, если иностранные платежные системы отключат свои сервисы. Якутское отделение пенсионного фонда обращает внимание, что документы на выплату пенсии готовятся заранее, и подать их нужно в ближайшее время в целях своевременного зачисления пенсий и иных социальных выплат за январь 2021 года. На все вопросы, связанные с переходом на карту МИР, могут ответить специалисты отделения Пенсионного фонда России в Якутии по телефону горячей линии. Во избежание случаев незачисления сумм пенсии на счета граждан из-за отсутствия карты МИР, всем гражданам, которые до настоящего времени карту МИР не оформили, необходимо в кратчайшее время, до 18 декабря, оформить карту МИР, так как документы на выплату пенсии готовятся заранее. В Якутии сегодня отмечают 99-летие со дня рождения героя Советского Союза Федора Попова. Он родился в Батаринском наследии Мегино-Кангаласского района в 1944 году. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В Нижнем Бестяхе юноармейцы патриотического клуба «Факел» возложили гирлянду славы. Также был дан старт лыжного десанта. Участники пройдут по маршруту Нижний Бестях, Мая, Сымах. 2021 год в Мегино-Кангаласском районе объявлен годом героя.
в этом году, 2021 год, объявили годом Героя. Сегодня дали старт году Героя, посвященному столетию первого героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Сегодняшний день, конечно, начался очень волнительно. С 9 утра у нас лыжный десант начал свой ход по маршруту поселок Нижний Бестях, Майя, Беке, Мельджахси, Бедемя и Сымах. Я думаю, что этот день останется для всех жителей Мегино-Каракаланской области, для всех жителей Республики Саха-Якутия в памяти на долгие-долгие года. 90-летие образования своего района отмечают чурапчинцы. Образованный в 1930-м, до этого он именовался Батурусским, и в него входили Амгинский и часть Татинского. В этом году из-за ограничительных мер все мероприятия проходят в онлайн-режиме через социальные сети. Так, в ходе прямого эфира наградили работников различных сфер. Названы имена лучших деятелей за значимый вклад в социально-экономическое развитие и многолетний труд. Также в честь знаменательной даты презентовали книгу об истории становления местного самоуправления в районе в 2002-2007 годах. Также 19 числа мы планируем организовать аналогичный марафон прямых эфиров, но уже с участием организаций и учреждений Чурапчи. И в завершении дня планируем провести большое торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате, разумеется, в режиме онлайн. С сегодняшнего дня в регионе установились нормальные для этого времени температуры воздуха. Об этом сообщил якутский гидромет. До этого стояла аномально теплая погода. Среднесуточная температура воздуха была выше нормы на 10-17 градусов. С этой недели синоптики обещают похолодание. В центральных и заречных районах ночная температура колеблется от минус 30 до минус 43 градусов, а днем минус 35, минус 40. На северо-востоке Якутии, в Верхоянске и Аймиконе температура понизится до минус 49, минус 54 градусов. Сегодня, 8 ноября, лишь в юго-западных, южных районах сохранится еще теплая погода с небольшим снегом. И с 10 декабря у них ожидается понижение температуры. Ночью минус 25-30, местами 17-22. По городу Якутску в ближайшие сутки ночная температура минус 38-40, днем 35-37 градусов. В выходные дни ожидаем морозную погоду с туманом, и ночные температуры будут уже порядка 43-46 градусов. На этом пока все. До встречи в эфире.